ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, от початку Великого посту мы рихтовали наши сердце до этого дня, распокаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как с усім костелом, распочать святкование пасхальной таямницы Иисуса Христа, для исполнения якой Он вошел в свой город Иерусалим, как там померти и воскреснуть. Узгадуючи этот звалчий уваход, з вірою і відданістю пойдем і ми за Паном, как веручи у тілу Його крижовим таємницях, стать удельником з мертвых повстання і життя вічного. Молимся. У всемогутный вечный Боже, освяти в этой молитве Твоим благословлением, как с радостью идучи за Христом володаром, мы могли без Его прийти до вечного Иерусалима, який живе и владарит на веки вечные. Читание Святого Евангелия по Матфея. Хвала Тебе, Пане. Коли наблизились до Иерусалим и пришли в Betанию до горы Оливной, тогда Иисус послал двух учнів, кажучи им: «Идите у вёску, что перед вами, и одразу знойдете привязанную ослицу и ослянят ею. Отвяжите и приведите до меня. А коли вам кто скаже-нибудь, откажите, что я потребую, что потребно это Пану». И зараз же одышли усем. И сталося это, как сбылося сказано пророком, який каже: «Скажите дочце Сиону, вось король твой иде до тебе, лагодный, сидячи на ослянице и на ослянице, сыне подярной». Учни пошли и зробили так, как загадал им Иисус, привели ослицу и осляня, поклали на их свое одеяние, и он сел на его, и множество людей стало слать свое одеяние на дороге, а іншие зразали галины древ и склали на дороге. И на том, який шел спереду, и следом за ним ускликал: «Госанна, сыну Давида! Благословленный той, кто приходит в имя Пана, Госанна на вышинях!» А коли он увойшел в Иерусалим, узрушился у весь город, и пытались, кто это? А народ отказал: «Это пророк Иисус з Назарету Галилейского». Это слово Пана. Дорогие браты и сестры, подобно натовпам, які урочисто вітали Ісуса Христа, пойдем і ми у супокої. Пойдем у супокої.
Молимся. Podczas этой святой мши молюся о здоровье и Божьем благословении для Стефании z nagody dnia narodzenia. Tak samo opieki Matki Bożej. Перепросим за все наши грехи. Пусть всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что наш Збавца принял тело и помер на крыже, когда человечему роду узор покорный. Ласкаво да поможи нам наследовать Его приклад у терпений и заслужить уделу Его с мертвых повстаний, яки с Тобою живей владалец в едности Духа Святого, Бог правдуще веки вечные. Аминь. Сядем, как выслушать Божие Слово. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне голову мудрых, как я ведал, як словом потримать за себя. Кожную раницу Пан будет меня, пробуджая слых мой, как я слухал его, як учил. Пан Бог открыл ухо мое, и я не перечил, не отступил назад. Плечи свои я поставил тым, кто бье и щеки свои, кто вытирая барану мою, обличье своего, я не отвернул от гнева и оплевания. Пан Бог допомагає мені, тому я не буду осоромлений. Тому зробив я тварь свою, як твердий камінь, і ведаю, що не зазнаю сорому. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Все, кто бачить меня, насмехаются смирнее, открывают вкусно их глубокие глаза. Я сподівався на Пана, нехай же визволить його, нехай врятує Дарія моя ноги. Боже мой, Боже, я не погибну. Собаки окружили меня, горище злочинцю мені обступило. Промили руки мои и ноги, я могу полечить все мои кости. Боже мой, Боже, чему я не погибну? Я неделю смотрит команду меж собою, и жиры кидаются на те же мою. Планеты погибнет терпение, сила моя поспешится мне на допомогу. Боже мой,
Читання послання святого апостола Павла до Филиппинам. Иисус Христос, будучи у постыни Бога, не полічив потребным быть наравне с Богом, але вырекся самого в себе, принявши постать слуги, преподобившийся до людей, из выгляду ставший як человек, принизил себе, будучи послухмянным, хожно до смерти крыжовой. Тому Бог возвысил его, и дал ему имя над всякое имя, как на имя Иисуса схились кожное колено творения небесных, земных и подземных, как кожный язык познавал, что Паном есть Иисус Христос, деле хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Христос принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти крыжовой. Тому Бог возвысил его и дал ему имя, понад всякое имя. Хвала Тебе, слава Тебе, Бог, хвала Тебе, хвала Тебе, Бог. Мука Пана нашого Єсуса Христа, Павло для Матвія. У той час привели Єсуса до намісника і спитався в його намісник: «Ти король юдейський?» Єсус сказав йому: «Ти кажеш». І коли обвинувачували його першосвятари і старейші, він нічого не відказував. Тоді каже йому Пілат: «Чи ти чуєш, кольки свідчить супроть тебе?» І він не відказав ні слова. Тому намісник вельми дивився. На свято намісник мав звичай відпускати поводле жадання народу одного в'язня. Був тоді у їх один в'язень, званий Вараба. І ось, коли вони зібралися, казав їм Пілат: «Кого хочете, щоб я випустив вам, Варабу чи Єсуса, званого Христом?» Бо ведав, що від заздрості видали його. А коли он засядав у суді, жонка ягоная послала сказати йому: «Не роби нічого тому справедливому, бо я сьогодні у сні шмат терпіла за його». Але першосвятари і старейшини подбухторили народ, как просили за Варабу, а Єсуса отдали на смерть. Отказуючи намісник, сказав їм: «Кого з гэтых двох хочете, щоб я відпустив вам?» Яны сказали: «Варабу». Каже їм Пілат: «А що мені зробити з Єсусом, якого ви зовете Христом?» Кажуть усі: «Нехай буде укрижованим». Він же сказав їм, що дренного зробив він. Але яны ще мацней кричали: «Нехай буде укрижованим». Пілат, убачивши, що нічого не допомагає, а хвалювання зростає, узяв воду і обмив руки перед людьми, кажучи: «Не виноватый я у этой крови, глядите сами». И увесь народ отказал: «Кровь его на нас и на детей наших». И отпустил им Варабу, а Єсуса послал бичевать и отдал на укрижование. Тады жаўнеры наместника, завёўшы Єсуса у приторию, собрали каля его целую когорту, распранули его и накинули на его червоный плащ, сплели венок з терня и устлали ему на голову и дали ему правую руку трястину, становившися перед им на колени, насміхалися з його, кажучи: «Вітай, король юдейский!» И плевали на его, брали трястину и били его по голове. А коли высмеяли, сняли з его плащ и пронули одение ягоное и повели его на укрижование. Виходячи, яни зустріли одного керівника, тиранійця по імені Симон, якого примусили нести криш Єсуса.
Коли пришли на место, званое Голгота, что называется местом черепа, дали ему выпить вина, смешанного с желчью. Он, покаштовавши, але не хотел пить. Тыя, кто укрыжаваў яго, подзялили ягоную вопратку, кидаючи жребия, и сидячи, пильновали его там, и змясцілі над головой ягонай надпіс з віной ягонаю. Гэта Езус, король юдэйскі. Тыя тады укрыжавалі з ім яшчэ двух злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. Тыя, хто прыходзіў, зневажалі яго, ківаючы головамі і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню, за 3 дні адбудоўваеш яе, уратуй сябе самога, калі ты сын Божий, сойдзі з крыжа». Таксама і першасвятары, кніжнікі і старэйшыя насміхаліся і казалі: «Іншых ратаваў, сябе самога не можа ўратаваць. Ён, король Ізраіля, нехай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога, нехай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: «Я сын Божий». Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі да гадзіны 9. А каля гадзіны 9 ускрикнуў Езус моцным голосам, кажучы: «Эли, Эли, лема сабахтани», што азначае: «Боже мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: «Ён кліча Ілью». І адразу пабег адзін з іх узяць губку, намачыў яе ў воцат і насадзіў на трысціну і даў яму піць. А другія казалі: «Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілья ратаваць яго». А Езус зноў ускрыкнуў моцным голосам і сканаў. Усе становімся на калені. Паўстанем. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое зверху аж да нізу, і зямля затраслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі. І выйшаў з магілы, і выйшлі з магілы пасля ягонага ўваскрашэння і ўвайшлі ў святы горад, і паказваліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з імі Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і казалі: «Сапраўды, гэта быў сын Божы, гэта свого Пана». Сядьте, калі ласка. Ну что, представляете себе, 3 года тому назад, альбо 15, альбо 30 когось поховали, и он только вам объявляется. Ну, цікаво было, не? Написано так: «Отбылось по-сапраўднаму». Это не только что написал кто-то, а посведчили люди, что мертвые повстали и з'явились. Может, потом уже было не спать до конца життя, с открытыми глазами ходить со страху. Але не про это сегодня хочу говорить. Сегодня хочу сказать про что-то другое, про тое, что тяжкое в нашем житті. А приклад этой тяжести научил нас нести сам Иисус Христос. Этим з'являється крыж. Крыж, який ёсць найцікавший мэтай життя чалавечага, як християнина, і єдиной дорогой, без якой нема другого пути. Часами в интернете можно вычитать тих, хто там против костела, хто против християнства, против церкви, которые задают такие питания: а что гэты Христос, он там терпел на этом крыжи? Ну добре, зловили его в четверг, 2 дні посидел в тюрьме, альбо где-нибудь, потом бичевали, катовали, 12 годин муки и смерть, и все. А ось гэтые, что там 10 укол в лагерах, вот яны там терпели, и с голода помирали, и матери не имели чем детей своих кормить, ловили пацуков, и гэтыми пацуками их кормили. Ось гэта было терпение, и оно не отбывалось день-два, а несколько годов, 5 там уголовников, которые сидели в вязницах, разных концлагерях. А что это Иисус Христос терпел? Братья и сестры, что это за отказ такие, что за питание, на якое нам треба было бы сегодня отказать? Не надаремно я его таким ставлю. Бо
терпение Иисуса Христа проявляется не только мукой и телесностью, але есть одна святыня, у якой у головном алтаре есть скульптура драўняная. Эта драўняная скульптура показывает святую семью. Мария, штосьці там працуе на кухне, Юзеф, штосьці там якась пилою отпиловывая, и Иисус, який має маленький крыжик, и показывая на его вот такий способ. Теология спрачається по сьогоднішній день, чи Єсус у дитинстві був свідомий того, які муки і смерті йому треба буде пережити. Але це не доказано. Але ведаем одно, з карток Святого Писания, что коли Иисус Христос распочал свою працу об навертании, обвещении Божьего володарства, публичную діяльність, то уже на самом початку ее апостолам учить, что Сын Человечий будет забитый, будет бичеваний, буде виданий несправедливо на присуд, але на третій день з мертвих повстане. Это ягоная свідомість того, что муку переживать. Это подобно Атанасі, кто-нибудь має иметь вельми важную операцию. И неведомо, чи проживе, чи нет. А может проживе там буде калекой, а может стратить зрок, а может стратить слух, а может не буде рук, а может инвалидом останется на все життя после этой операции. Як вы переживали? Коли вы доведаетесь, что такая операция вас чекает от самого дня, не спали вы днями и ночами, думаючи, як это будет, аж до того дня, коли это настанет. И такую самую свідомість має Ісус Христос, что Он, за якого дурака продали не видно. Он, ведая уже от самого початку, нам все знаем, от простых годы, живе свідомістю, что это самые люди, яких я оздоровляю, яким я обвящаю, яких я сутешаю, за несколько годов меня выдадут. Скажут, укрыжуй, на крыж зим, пречь зим отсюда. И Он нам не подавается. И Он обвящает не то, что нам потребно. И это слово может наибольше болять. И эта мука, она имеет двойный характер. Чему? Бо написал один из авторов. Наибольшая мука тады, коли яе еще нема. Виктор Бандуровский написал. Наибольшая мука тады, коли яе еще нема. Позаправды мы чекаем и ведаем. Мы часами чекаем на якусь справу, яку маємо виконати, і ми вже хоч переживаємо, турбуємося, денервуємося вельми часто. И якусь маленькую справу, а что, как мы знали, в який способ нам треба було б життя, так? Яка була б наша постава, які б наші були б турботи, може ми вообще не зашли до кінця нашого життя. Хотіли б використати кожну хвилину нашого життя на прославлення Бога не тільки у нашем житті, але й на всем свете. Терпение меряется уражливостью сердца. Який способ? Что не только оно телесное, когда нам руки нас будут бичевать, бить, добре, мы уже вытерпим, мы уже пришел момент. Але уражливостью сердца это то, что представьте себе, как мы сустрели кого-нибудь, идучи вас в улицу, кого-нибудь сустрели, там, кого-нибудь зашли дорогу, то есть нас назвал какими-то древними словами. Ну, вы памятали, что он нам сказал? Мы этого человека не знаем. 5 минут, может 10. Далее мы забыли и шли по дороге, если ничего не сталося. Але хтось ті близький скаже нам щось ті вельми близький, что я тебя ненавижу, что я с тобой не хотел николи жить, что я с тобой не хотел николи иметь семьи. Як это болюча? Это не болюча не только на 5 хвилин, на 10 хвилин. Это болюча часами на десятки, а может навіть и на стагоддя у нашем сердце застається смуток из этого, что мы почули. А Иисус Христос ведал. И этот смуток его наповал, что ты я, какой он лечил, ты я, за кого будет отдавать життя. И они и так будут выдавать его на укрыжевание. И за нас, які мы так само сегодня приходим, відчуємо Иисуса Христа нашими грехами, нашими поступками, нашим отходом от Бога. Так чим з'являється криж? Иисус Христос каже, возьмите мое ярмо на себе, бо ярмо мое солодкое, а криж мой легкий. Ярмо – это криж, який є покладено на наші плечі. Ми вельми часто нарікаємо на этот криж, бо криж – это терпение, криж – это то, що десь нам перешкоджає в житті. А криж, в який спосіб є осолодой, в який спосіб він легкий може бути. Прихоже, это собравная справа, орнатология. Это
люди, которые занимаются птушками, орнитологи, зауважили, що є такий вид птушок, які у певному моменті, коли треба перелетіти з северу на юг або з юга на север, у клюв хапають великую палку, не тільки таку маленькую якусь дубиночку, а великую палку. І тяжкі древесиной лететь стало. И думают, навошта им это, навошта? И начали наблюдать за им. И зауважили, что в певному моменті, коли такая птушка летит день-два, и в певному моменті вже опадає з сил, немая, опускается над воду, это может быть океан, может быть море, кладет эту палку, которую весла в клюве, и на ей отпочивая 10 хвилин, несколько годин, залежить от справи. Потом я снова подрывая у свой клюв, и снова далее летит, как снова отпочить. І гэта ёсць крыж, на які мы вельмі часта наракаем, які нам можа перашкаджае, але ён нам дапамагае і дапамагае у перадольванні розных перашкодаў сучаснага свету. Каб вы ўжо сёння шукалі жыцця лёгкага і простага, і ўсё тое, што цяжкае, адкідалі, то дзеці вы ў школу ніколі не закончылі. Бо трэба было бы там вучыцца, трэба было бы здаць потом экзамен, трэба было бы потом навучыцца і здаць якісь паважныя экзамены, здаць на права і так далее, и так далее. Мы были бы никто, мы бы просто лежали, как такие не знающие свет сучасного. Але гэтыя розныя тяжкости, якія нас напотыкаюць, яны дазваляюць нам развиваться, подносят нас, поднимают з гэтага паддону зямлі до ўзроўня трошки вышэй, каб мы паглядзелі трошки далей за наш нос, каб мы убачылі, што гэты крыж, што гэтыя тяжкости, якія ёсць пасярод нас, яны маюць мне падарваць до другого узроўня. Czyli tak про птушки. Есть еще такие роды птушек, которые называются лебеди. Дети, видел кто с вас лебедя? Но пригожие, не ведаючи, ведаете, есть такая цікавость в этом лебедя, что у мамы лебедихи, коли выклевывается малый лебедь, то она этого малого лебедя отуляет крылами, обогревая, и она летая, шукая спожиток, как этого лебедя накормить. И она сама ведь часто не есть, голодая, как только ее дитя прожила. Але у певному моменті, коли это дитя лебедь трошки подрастая, та мама попадая у шал, у великое шаленство, непонятное в сучасном свете, можно было сказать, начиная с своего маленького лебедя клевать клювом везде и по голове везде. Так что этот маленький, не вытрымывая, в певному моменте выходит с этого гнезда и начинает текать, а мама за ним бежит, гонить его, бьет, пиная, помнути, а він все худшає, в певному моменті, де малий лебедь подрывается и распочинає первый раз лететь. Первый раз. Вот так поступают лебеди. Вот такий способ жорстокий. Хтось би сказав, вчать своїх дітей, щоб вони вміли преодолеть ще наступний крок у своєму житті. Наступний крок і наступний крок. І це є часами у християнстві. Мы маем гэтыя крыжы, каб мы умели преодолеть наступный крок нашей святости, наступный крок наших проблемаў, наших тяжкостей, на якія мы так легко наракаем, якія мы так легко продаем за сумесный супокой, якийсь, як я сказал, миску супа у сучасном свете. Тое, что насытит желудок, а и хмелёва, пустота и голод и так настане сегодня, альбо завтра и снова буду хотеть есть. А Иисус Христос хочет нас насыщать незвычайным жыццём, а жыццём, как мы умели имкнуться и имкнулися все больше шукать Бога. Написал один из авторов такий сказ. Хто шукає костёла у костеле добра, незалежности, хто шукає логічності, логіки у костеле, хто пробує зразуміць костёл, хто шукає костёл без помилок, той у своем житті спотыкнется об труп Иисуса Христа на Голгофе. Моцное слово. Коли мы такий костёл шукаем, коли мы такое життя шукаем, бестросткое, простое, звичайне, в тому моменті ми самі упадем ниже, чем нам здається, бо бачучи других людей. Маем шукать и ходить, бо Иисус Христос не был логический. Что за человек, который народился, сам сказал сегодняшний Евангелие, может быть, короткая версия была, а в другой версии довжейшая, как мы себе хотели читать, она у 3 раза довжейшая. Вы бы не выдержали, уже половина бы вас поутекала до хаты. А у довжейшей версии был момент, когда Петр
достал меч и отсек в ухо перший святору, так Иисус Христос сказал, сховай меч свой обратно. Чому? Бо как треба было бы, я бы загадал Отцу своему, и дал мне бы 12 заступниц анgelов, как меня боронили. А этого не треба мне было. Я пришел, как выполнить волю Божию. Это и есть, как выполнить волю Божию. Чим есть криш? Тяжкая гэта справа и тяжкая гэтая наука, але крыж мае нас весці і ведзе толькі і выключна да аднаго. Ksiądz Jan Twardowski, калісьці напісаў некалькі вершаў, звяртаеце ўвагу на слова крыж, чым ён ёсць і да чаго ён вядзе. Крыж гэта таямніца, вялікая таямніца, якую мы пазнаем пад канец нашага жыцця. Ян Твардовский пишет так. Короткий вірш, 2 прочитаю, але вельми короткие. Крыж, улыбка, рана глибокая. Гэта так просто, калі ты кахаешь. Крыж, улыбка, рана глибокая. Гэта так просто, калі ты кахаешь. И другие. Крыж, гэта такое счастье, что все иначе. Крыж – это такое счастье, что все иначе. Вызнаем нашу веру в единого Бога и Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, верующими веками, Бога от Бога, святого светла, Бога соправленного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, а вот для Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет к хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Про Иисуса Христа, який про свою руку и смерть на крыже выслужил людям избавления, узнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. За святый костел, как он приносил терпячим с утешения о грешных одним с Богом, тебе прочим. За международные организации, как они завсёды служили в справе спокою и поjednania людей, тебе прочим. За усіх охрещених, как Евхаристии они черпали моc для несения Христового крижа, тебе просим. За людей, яких грех отдалил от Христа, как они могли вернуться до Его, раз глубокий жаль за грехи и широе покаяние, тебе просим. А в здоровье Божьем благословлении и потребных ласках опеки Мати Божией для Стефании из нагоды дня народжения, тебе просим. За нас, удельников этой святой мши, как глубокое переживание пасхальной таемницы наполнило нас спокоем, тебе просим. Боже, а Ты сдобыл нас для себе про кровь Твоего Сына, выслухай наши молитвы и учени, как все люди открыли свое сердце для Тебе, одиного и заправленного Бога, праз Христа, Пана нашего. Еще маленькая объява, теперь дети, которые пока играют в песни, которые собирали гроши в весь Великий пост, вести в скарбонках, как их представить можно, принести теперь в дарах и сложить при алтаре, кто есть такие, запрошаю. А мы спеваем песню,
Молитесь, как мою и вашу Яхвян принял Бога и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв клятву Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христову Святому. Пане, пред Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость, хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однако подеемся отрывать это святую святую Ахьяну, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. І з Духом Твоїм, Говору серцеві. узносі до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Одна века і справедлива. Заправды Бог заведе и справедлива, слушна и слава верна, как мы завсёды и всёды Тебе складали подяку. Пане святый Войча, всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, и Он вольный от грехов терпел за нас грешных, и был несправедливо осужден за наши злочинства. Своею смертью Он сбил наши провины, а Его с мертвых повстанием принесла нам спасение. Тому с усими анgelами мы Тебе прославляем, с радостью воскликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутній, небо і земля, повіяв хвали Твоей, Хосанна на вершине, прославленный Той, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вершине, Хосанна на вершине. Правды Божа, Ty święty, krywicą wszelkiej światłości, Temu jedności z усім Kościołem. W pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskrosi послал на апостолов Духа Святого, враз Христа просим Ciebie, всемогутный Боже. Освяти эти дары ростою Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Wierzycie i jeszcze zgadzał się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący. Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu,
jaka ja za was i za mnogich budza pralita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka ja tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твое приставание. Uspowiadając śmierci z mętwych powstanie Twojego Syna, aferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że to uczynił nas wolnymi, стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови, разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які паскудив надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом Ему Христе, так Его завеличал всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разучения и вечная. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша насущная, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, звал нас от всякого злого, дай ласкаво спокой в дни наши. Да положи нам милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего богатства и любовь, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolej, a darycie go supokojem i jednością. Jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne, supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Боже,
Ось бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слова, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Пане, Ты умацовал нас хлебом небесным и просвет Своего Сына дал нам надею на вечное житие, якое ведали. Покорно Тебе просим, как пред Его с мертвых повстанем и досягнули меты нашего вандрования праз Христа Пана нашего. Объявы душпастерские. 2 красовика Великий Четверг, памятка установления сакраменту Евхаристии святайства, святей имши вечери Пана отбудется у 19, а после ее адорация Пана Иисуса у темницы до 22:00. 3 красовика Великая Пятница муки Пана, набоженство Великой Пятницы розпочнем у 19 крижовим шляхом каля каплиці при умовах доброго надвор'я, які проведуть мужчини. Після набоженства відбудеться мука Пана, перенесення найсвятейшого сакрамента у гробницю, розпочаття, навенне перед Божою милосердністю, а затим заспіваємо пісні жальби. Адорація при гробі Пана буде тривати до 23:00. У гэтый день, у пятницу, обов'язує стислый пост. У суботу великую святая имша Вигилии Пасхальная отбудется у 21:00. Благословление страв на великодный стол отбудется с 10 до 17, кожную годину полную. Інакше у 10, в 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Так само після Вигилии Пасхальной. У суботу, у гэты дзень абавязвае устрыманне ад мясных страваў. Больш дакладны расклад знаходзіцца на дошцы аб'яваў. Там ёсць таксама AR-коды, якія можна засканаваць з нашых сторонак парафіяльных, сачыць, калі што адбываецца. 5 красавіка, великодная недзеля з мёртвых паўстання Пана, святая імша рэзурекцыя адбудецца двойчы ў 7 і ў 9. У 9 святая імша адбудецца за оружие ружанцовыя. Таксама будуть еще две имши, у 10:30 и у 12. У гэты день больше святых имшаў нема. 6 красавіка, понеделок, другий день святу, святые имши у 15:19. 12 красавіка, это неделя Божьей милосердности, у нашей парафии отбудется отпуск. Святую имшу о 12 године узначалит бискуп Юрий Кособудский. Святая имша у 10:30 будет имшой не спеваной, а читаной. Полгодины перед святой имшой и после ее можно скористать со святой споведи, так само в Великую Субботу поміж годинами освячення і у неділю з мертвих повстання сповіді не буде, хіба що для людей хворих, які туди прибудуть. 11 красавіка у суботу у Буцлаві відбудеться 7-й день агульнобеларускай навенни, виразом якої ёсць вдячність Богу за 35 год обновления структур католицкого костела на Беларуси. Проведение этого дня доручается отцам Михаилам
З гэтай нагоды будзе арганізована супольная пілігримка ў Буцлаў. Записываться можно у закрысты, або по телефоне до меня можно писать на Viber, альбо на, не знаю, что еще, май такой шестимай. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте у 14, з 14 до 19. Дякую за ахвяраванне на будову супольную індивідуальную молитву. Дякую асабліва ўсім тым, хто прычыніўся да прыгатавання вербачак на сённяшні дзень. Шмат вас было, шмат людзей, шмат прыхажан прыносіла там по 10, по 20, некоторые тут сустракаліся, рабіліся гэтыя прыгожыя галінкі. Таксама былі асобы некалькі жанчын з нашай парафіі, што заселі так і думаю, а звяжам больш, чым 1000 вербачак. І наплялі больш, чым 1000 вербачак. Дякую вам за гэта. І дякую тым, хто ў нас тут іх набывае, бо ўсе гэтыя ахвяры, што вы тут складваеце, яны прадназначаныя на будаўніцтва ў нашай парафіі. А там, як быў запытаў, на што там грошы сабіраеце, на што прызначаеце? А так, каб былі нам, понятно. Ну так, каб нам то нам, а нам патрэбныя на будову. Ніякого цэлю там нема, а вы іх складаеце на двойны паступак добра робіце. Дякую за ўдзел у суботніку, які быў учора, за прыбіранне гэтай капліцы, мыцця сцен, потолка, окон, люстра, ўсё, нават одну люстру разабралі, там тут збіраць какие-то часткі ў капліцы, у закрыстыі знаходзяцца. Потом трошки покомбіную, зраблю, може, что-нибудь. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе день нараджэння, іменiny, юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей, за спевы праву літургічную, за дежурных, за ўсіх добрадзеяў ахвярадаўцаў, даючы кожнага пад апеку Маці Божай Твоей абароне аддаёмся. Святая Богородица, наших добрых, не погружай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хваленная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас отдавай. А дети, для вас еще после имши отбудется конкурс вербочек. Попросим там Вольгу, Михаэльки Капелиту, журавлями, проверяли, короче, журы, которые оценят вербочки, а я в этот час пойду складать кого-то. Коли хто буде хотіти скористатися сакраментом сповіді, я вас ученю за хвилинку. Але добро, что вы есть, что приходите, нехай это Божие благословение, наполнить вас упокоем. Дети, радость такая. Остатняя четверть в школе осталась. На утро и распочинаете, радуйтесь. Примите Божие благословение. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, у снах оборони, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злобу душ своїх по світі. Ось ушов наш Єсус тільки у Єрусалимі, шлі пошанують на Божий дух, я полечу, каса